девчонки красивые есть? Слушай, вот твой блог будет спать всех. Со стрёмными блогерами мы не общаемся, извините, no comments. Убью ведь. Ну так как одеваться? Тебе за интервью это не попадет? Попадет. Ты не боишься? Нет. Эй, друзья, всем привет! С вами Ктоника Лайв, часть 7. Неделя прошла, она у нас была не такая динамичная, но она будет весьма полезная. Мы познакомимся с новыми, интересными, проудмуртскими людьми, которые занимаются культурой. Также пообщаемся с артистами, ну и запишем новые крутые песни. Погнали! Наш 7-й влог начинается отсюда, с центра города Ижевска. Каток Омега. Сегодня у нас благотворительное катание. Все денежки мы отдаем, переводим в благотворительный фонд «Эра милосердия». Мы помогаем детям, не только мы, да и все жители Ижевска. А вот и бравые парни! Лёх, смотрел последний влог? Стрёмный какой-то. Куда развиваться надо? Больше интересных интервью с интересными людьми. Что у вас интересного сейчас в жизни происходит? У меня сейчас караоке-битва на радио. И она занимает все мое время практически рабочее. Поэтому ты 2 года ничего не делал? Примерно так. Что у тебя с личной жизнью? Ну, что? Все нормально. Если есть девочки, которые хотят твоего внимания, что им делать? Надеяться на лучшее. Надо верить в лучшее всегда. После твоего блога у нас в минус все пойдут и подписчики. Походу, да. Друзья, заметьте, после того, как вышел мой влог, радио Дам пошло на нет. Скоро настанет тот момент, когда я лично буду приглашать проводить собеседование с адамчиками и звать их ко мне на работу. Кем? Уборщиками? Пойдешь работать? Лёх, пойдешь работать ко мне на работу? Конечно, у вас только вакансий сейчас новые. Вот. А вообще, друзья, если вы не знали, то моя Удмуртия и радио Дам — это не конкурирующие радиостанции. Мы друзья. Мы честно очень друг друга любим. И как бы на меня не смотрели вот эти косые глаза, мы на самом деле друг друга обожаем. Никакой конкуренции. Любовь, доброта, взаимопонимание, ну и поддержка. Аминь. И новости. Леха сматывается под шумок. Мы сейчас увидим ту самую принцессу, ради которой он поменял целый проект. Смотрим. Давайте быстрее. Ну что, вот так вот? Понятно. Что можете сказать на это, Маш? Ну, счастье и здоровье. Все хорошо, что любовь, морковь, все дела. Блин, так подло поступить с проектом, вот взять и уйти. Это низко. Пойдемте, я вас познакомлю с самым первым продюсером всех удмуртов. До свидания. Который продюсировал, начинал всех и вся, и все, и по сей день продолжает продюсировать. Геннадий Карепанов, Камский. Ой, Без Камского пока. без Камского пока. Болезинский. Я Чепецкий. Смотрите, какой молодой, перспективный. Говорит, еще долго жить будет. Я-то? Да. Гады не умирают. Да. Маркаричкот. Марк Ричкот? Мне теперь надо уже у меня. Пошли. Пару слов для наших подписчиков. Чего? Ну, вы их любите? Кого? Удмуртов. Удмуртов? Ну, если я сам ватяк. Так. А татар? А татар? Я очень их уважаю. Какая самая лучшая черта удмуртов? Трудолюбие. Так. И вообще-то держаться друг за друга. Потому что они так жили. Гуртами. Мат нам подарили, к сожалению, русские. А как же там, да, Органы органы? тела. Это органы тела, но это есть. Есть такое? Да, есть. Кто сейчас, на ваш взгляд, самая крутая удмуртская звезда? Не буду имена называть. Кто мне нравится, А кто? они нравятся. Но они есть или нету их? Я могу сказать, они есть, но пусть растут. Ну, значит, их пока нету еще. Может и нет. А были? Но были времена Ивана Григорьевых. Вот у меня ранние песни, это все его. Вот это «День, тоже это его. Хит. Да. Ты издеваешься или почему ты говоришь?
А почему он называется динь-динь-динь? В лунном сиянии это мы уж между собой день-день говорим. Чтобы длинно не говорить, слова не тратить. То есть, получается, все, что было раньше лучше, оно и осталось лучшим. А нового ничего не происходит. Ну, если... Нет, они хотят что-то сделать, оттуда все, например, берут нынешнюю молодежь. Я ведь многие вещи узнаю. Оттуда взято что-то или почерк взятый. А то, что вот пишут сейчас однодневки, они звучат, народ съедает, но они однодневки. На них же концерт собираете. Они собирают, не я. Вы не устраиваете. Я такие не устраиваю. У меня содержательный концерт. Какой концерт был самый содержательный? У кого? У вас. И что вы вкладываете в концерт? Слушай-ка, что ты меня тут с этим плохого делаешь? Я, наоборот, вас хочу ближе сделать для молодежи. Поздно уже метаться сразу. А вы любите рэп? Я люблю. А Версус, знаете, что такое? Нет. Друзья, это был Геннадий Карепанов. Для меня этот человек является, наверное, каким-то эталоном, стержнем удмуртского характера. На него смотришь и думаешь, все хорошо. Даже если плохо, все пройдет. Все будет замечательно. Мужик. Вот таких бы побольше в удмуртской культуре. Эксклюзивная новость. Трек, который вышел на Радио Рекорд, теперь зазвучит на удмуртском языке. Алина Антонова сделала свою удмуртскую версию, которая звучит очень круто и очень достойно. Короче, трек нормально качает, я уже услышал. Скоро и вы услышите и будете также качать. Алинка! Друзья, все артисты у нас работают только за еду, поэтому ешь давай. Яратон дешедишко, тономон, монотон. О чем песня? Угадай с первого раза. Про любовь. Конечно. О чем еще может писать Алина Антонова? А любовь какая может быть? Она же может быть ответная и может быть безответная. Ну, в моих песнях только ответная любовь. То есть там хороший положительный финал? Конечно. И что в финале? Нет, там нет такого сюжета конкретного. Там просто о том, что сначала, ну, вроде как там у них все нормально, у девчонки с парнем. А в конечном итоге-то она все помнит, вспоминает и телом, и душой, все его поцелуи и объятия. То есть он ее бросил? Каждую ночь. Нет, он просто не могут постоянно быть вместе. Он дальнобойщик? Я думаю, да. Вот так, друзья. Первая удмуртская песня про дальнобойщика и его принцессу Киску. Мяу. Хороший режиссер должен много курить, много пить кофе, много материться и быть лысым. И сильно кричать! И вот как раз к такому режиссеру сейчас мы пойдем. Это наш очень хороший, прям прихороший друг. Сейчас познакомимся с ним. Он сидит. Вот это встреча. Богдан, ты не должен был попасть в влог. Сегодня это влог Дмитрия Карепанова. Человек, еще не легенда, но стремится к этому. Чего упало, болтаете? После нашего блога Слава придет к нему. Да. Ага. Расскажи-ка сказки. Простыми словами, чем ты здесь занимаешься? Разрабатываем всякие праздники и так далее. Ну вот сейчас работаю над праздником Пестфест. Фестиваль полевого хвоща, если по-русски вообще разговаривать. Всех, наверное, волнует вопрос, будет ли нынче Гербер в Москве. Поговаривают, что нынче Гербер будет и в Питере. Ты, как режиссер подобного рода мероприятий, сможешь конкретно ответить, да, будет или нет, не будет? Ну, точно могу тебе сказать, что Гербер в Москве будет, над Гербером в Питере мы работаем. Тектоника там будет? От тектоники зависит. К сожалению, у нас современного удмуртского, и смотреть стиля этно, его практически нету. По пальцам можно перечесть людей, которые занимаются современным удмуртским этно. Это одни из них тектоника, дорогие друзья. Все, отработал свою пятерку.
У нас в России чаще всего так, что с деньгами сделает весь каждый дурак, а ты без денег сделай. И приходится усаживать пальцы. Если вы говорите нет, мы, соответственно, начинаем искать других ребят и других партнеров, которые на данный момент согласны работать за ту сумму, которую мы предлагаем. В последнее время, слава богу, у нас артисты не работают бесплатно в большей степени. Очень редко. Человек, который делает для вас, друзья, такие массовые праздники, как Гербер в Москве, будущий Гербер в Питере, это человек, который трудится для вас практически бесплатно. Так что, друзья, карта Сбера у него здесь, чуть ниже. Мы вас всегда рады видеть. Друзьяшки, ну вот и все. 7-я часть подошла к своему завершению. Пушкин где-то у меня опять бегает, опять где-то не в кадре. Леха в очередной раз не пришел на эфир, но это уже как обычно. Встречаемся через неделю. Будет круто, будет познавательно, будет весело и будет практически на удмуртском языке. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот сейчас, друзья, это он снимал. Да. Чего? Не пришел? Скажи еще раз на камеру. Национальный фестиваль под открытым небом. Продажи билетов на сайте «Хочу билет».